товарищи юноармейцы! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Начало ровно в 10:00. Звуки оркестра и марша пеших колонн не утихают в центре Магаса. Сперва построение гарнизона, после по площади проносят 3 флага. Знамя Победы, российский и ингушский. Пограничники, войска Министерства обороны, сотрудники МЧС, военнослужащие внутренних частей, дислоцирующихся в Ингушетии и, конечно же, учащиеся Горского кадетского корпуса и юноармейцы. Все они в парадной форме оттачивают свое строевое мастерство. До Дня Победы считанные дни. Репетиция праздничного парада от начала до конца. Уверенный, отчеканенный шаг, невозмутимый взгляд. Участие в параде Победы особенно волнительно для кадетов. Если многие из них участвуют в таком важном мероприятии, далеко не в первый раз, то первокурсники поначалу даже теряются. Однако уверенно заявляют, покажут Горский кадетский корпус в самом лучшем свете. Для первого курса это сложно, потому что они первый раз участвуют здесь, а для второго курса это уже они участвовали. Для первого курса это как бы честь участвовать в вот этом мероприятии. Мы много раз репетировали на плацу. В параде примут участие около 600 человек. Это 11 колонн по 50 человек в каждой. После того, как по главной улице пройдется вся эта колонна, следом последует показ военной техники. БТРы, военные грузовики, пушки. Помимо боевой техники, здесь представлены еще и современные машины спасательных служб. Словом, около 20 единиц техники. Если кого-то из простых жителей немного пугает вид грозных машин, то для этих ребят они как верные друзья. Каждый из них отлично знает, где какой болт привинчен, откуда и когда появилась каждая царапина. БТР-80 – боевая транспортная машина, предназначенная для перевозки личного состава мотострелковых войск, также и специальных подразделений. Машина плавает. Перед началом парада настроят прямую видеосвязь с Кремлем. Традиционно первым всю страну с Днем Великой Победы поздравит президент. Перед тем, как будет прохождение торжественным маршем, после вноса знамени и после того, как командующий парадом со всеми поздоровается, будет показана, значит, прямая передача, будет экран стоять здесь и будут показывать речь президента Российской Федерации. После этого выступит со своей речью глава Республики Ингушетия. После этого будет уже прохождение торжественного марша. Один из главных атрибутов парада – шествие бессмертного полка, которое начнется ровно в полдень. По плану в нем примут участие несколько тысяч родственников героев войны. Формирование колонны начнется в 11 на улице Гагиева. Оттуда полк прошествует до площади Алания. Напомним, на время проведения всех мероприятий в городе будут перекрыты несколько улиц. Маршрут общественного транспорта тоже изменится. Организаторы обращаются с просьбой к жителям заранее искать места для парковки или пути для объезда. Индира Монкиева, Мирбек Миржоев. Новости 24.